Просто знай, любимую не отдаю. Любимую не отдаю. Я еще не рассказал одну историю. Ага, давайте. Его жена Обельская, ну как уж жена, она же незаконная жена. И вот я как-то, она возглавляла лечкомиссию. И вот как-то я был в лечкомиссии, кого-то я навещал. Случайно, краем глаза увидел абсолютно избитую женщину. Абсолютно. Она была синяя или черная, не знаю, как угодно. Я потом у Сидоровской спрашиваю: Люда, говорю, а что там происходит? Ой, говорит, это Обельская. Говорю, а что она там делает? А ты понимаешь, она когда забеременела, когда 3 месяца прошло, уже поздно делать аборт, она сказала об этом Лукашенко. Он расцвирепел, он кричал: ты своим половым органом хочешь заработать белорусский трон? Он бил ее как угодно. И ногами, и руками, и кричал. Она была сине-черная. Сохранила плод, родился Коля. И вот мне интересно, знает ли Коля, как его дорогой папочка, который сейчас учит его быть подлецом, как он хотел его жизни. Почему не сказать? А вы видели, ее реально видели собственными глазами? Да, да, да. А в каких обстоятельствах это было? Опишите еще. Это было в лечкомиссии. А что вы там делали? Я навещал какого-то своего знакомого. Она была страшная. Она была в лечкомиссии. Лечкомиссия это больница, президентская больница, скажем так. Угу. Она ее возглавляла. Но ее же там приводили и в чувство. Ну, а потом Сидорская мне сказала, что это такое. Потом она меня сама, Обельская, пригласила, когда уже, извините, отошла. Там было одно мероприятие, где нужно было сделать показы, и я общался с ней. Ну, конечно, я не буду у нее спрашивать об этих вещах. Но вообще, вот вы представляете, как может вести себя мужчина? Да.